В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Дата солидная, но не критическая. Абхазскому институту гуманитарных исследований исполнилось 90 лет. Под номером 7 избран новый глава Федерации футбола Абхазии. Палитра мира в Абхазии. 40 графических листов художников из Кабардино-Балкарии пополнили коллекцию Национальной галереи. Сегодня в Абхазском драматическом театре отметили 90-летие Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия. Ученых института поздравили президент страны Рауль Хаджимба, члены правительства, общественность, гости. Перед началом торжественной части состоялось возложение цветов в парке боевой славы и на могиле первого президента Абхазии Владислава Ардзинова. На торжественном мероприятии побывала Сария Смыр. Абхазский государственный институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия является единственным научным учреждением в мире, который занимается изучением культуры и языка абхазского народа. Поздравляя сотрудников Абиги, президент Рауль Хаджимба отметил, что деятельность института вот уже на протяжении многих лет неразрывно связана с историей нашей страны и становлением его как современного государства. На институте лежит важнейшая задача по созданию научно обоснованной базы по сохранению и развитию национальной идентичности нашего народа и умножению его богатого исторического и культурного наследия. Эта миссия института обусловила и его полную, выдающихся свершений и превратностей судьбу. Наши ученые несли правду об абхазском народе, создавали фундаментальные труды по его истории и культуре, которые позволили сформировать школу абхазоведения. На торжественном заседании говорилось о высоком статусе института в жизни общества, о том, что сегодня именно на нем лежит одна из важнейших задач – сохранение и развитие нашего исторического и культурного наследия. 90 лет – это даже по абхазским меркам солидный возраст. Конечно, мы гордимся тем, что нас называют ведущим абхазоведческим учреждением. Но абхазоведение гораздо более имеет большую историю, чем наш институт. В Абхазию по случаю юбилея приехали гости из России и Адыгеи. Они поздравили коллектив с этим знаменательным днем. Дорогие коллеги, желаем вам продуктивной научной деятельности, интересных поисков, ожидаемых результатов и неожиданных открытий, новых трудов, которые обогатят мировую науку. Желаем каждому из вас крепкого здоровья и долгих лет, радости и полных дней. Дружба с вами – наше богатство. За этой знаменательной датой стоят самоотверженный труд, яркие открытия и достижения нескольких поколений ученых. Сегодня коллектив института с чувством высокой ответственности и профессионального долга успешно выполняет свои обязанности, внося значительный вклад в науку Республики Абхазия и научное наследие в целом. В честь юбилея научного учреждения ряд сотрудников Абхазского института гуманитарных исследований получили награды и научные звания. На празднике было сказано много теплых слов в адрес сотрудников института. Благодаря ежедневной скрупулезной исследовательской работе каждого из них абхазская наука развивается и открывает нам тайны истории, языка и культуры абхазского народа. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Спикер Народного собрания парламента Абхазии Валерий Бганба поздравил коллектив Абиги с 90-летием со дня основания института. В поздравлении, в частности, говорится: Абиги является ведущим гуманитарно-исследовательским центром. Нелегок путь, по которому прошел институт, поскольку его история и история абхазского государства неразрывно связаны между собой. Желаю Абхазскому институту гуманитарных исследований дальнейшего развития, а его ученым плодотворной работы, успехов и новых открытий. Художники Кабардино-Балкарского отделения Союза художников России привезли в Абхазию выставку «Графика Кабардино-Балкарии». Экспозиция проводится в рамках проекта «Палитра мира» и включает в себя серию работ под названием «Кабардинские сказки», «Адыгские песни», «Нардские сказания»,
сказания «Земля и люди», иллюстрации и к афоризмам и многое другое. Сегодня выставка кабардино-балкарских художников открылась в Сухуме в Доме детского творчества «Айнар». Экспозицию посетил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Подробности мероприятия у наших корреспондентов. Творческие контакты абхазских и кабардино-балкарских художников в последнее время интенсивно развиваются. В рамках совместного проекта «Палитра мира» наши любители живописи и графики имеют возможность лучше узнать о жизни братского народа, о традициях, инновациях. В Министерстве культуры перед открытием выставки прошла встреча. Вот взяли графику для того, чтобы познакомить абхазских зрителей с графикой Кабардино-Балкарии. Там представлены работы 7 художников. Я думаю, что доставит удовольствие увиденное. Мы, во-первых, надеемся. И, во-вторых, мы тут решили такую акцию сделать. Может быть, нашему примеру последуют и другие. И вот эти 40 работ, которые мы привезли, мы решили передать Министерству культуры Абхазии. Сюда привезти такую интересную выставку и оставить в дар. Для меня очень важно, что она, конечно, в том же составе попадет в нашу национальную картинную галерею. И сегодня, когда мы как раз, у нас цикл передач, когда мы делаем о галерее, вообще очень интересно, сама галерея отражает историю. И если посмотреть за последние десятилетия, там потихоньку собираются работы кабардинских художников. На выставке в Доме творчества «Айнар» общественность Сухума и абхазские деятели культуры познакомились с произведениями графики 7 кабардино-балкарских мастеров. Выставку посетил президент Рауль Хаджимба, который выразил признательность кабардино-балкарскому отделению Союза художников России за ценный дар. Во время презентации было отмечено, что за последние 10 лет в Национальной галерее Абхазии уже выставлялись работы живописцев из Братской Республики и преподнесенная в дар графика достойное пополнение коллекции. В экспозиции представлены рисунки мастеров как старшего, так и молодого поколения. У каждого из них индивидуальный стиль, но во всех творениях удачно сочетаются современность и традиции национального искусства. Пример в том, как можно все-таки классическим современным языком не отрываться от традиции. Здесь это видно во многих работах. И поэтому выставка в общем очень приятная. И еще замечательно то, что она остается, как я понял, у нас в галерее. Дай Бог, чтобы когда-то уже в скором будущем была возможность и экспонировать как эти работы, так и те, которые хранятся в галерее. Всем большое спасибо. Гости пригласили абхазских живописцев в Кабардино-Балкарию и поблагодарили руководство республики за организацию выставки. Светлана Рутюнова, Саид Агухава, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. Всероссийская академия внешней торговли готова обучать абхазских студентов. Договоренность об этом была достигнута на встрече между представителями МИД Абхазии и российского вуза. В 2016 году будут выделены квоты на бюджетной и контрактной основах гражданам Абхазии на формы обучения по бакалавриату, магистратуре и аспирантуре. В ходе встречи также прозвучала информация об успеваемости студентов из Абхазии. Президентом Федерации футбола Абхазии избран Руслан Аджинджал. Выборы главы Федерации проходили сегодня на внеочередной отчетно-выборной конференции открытым голосованием. В выборах приняли участие 50 человек. Подробности в нашем сюжете. Руслан Аджинджал был избран президентом Федерации футбола Абхазии единогласным решением. С избранием на пост главы Федерации его поздравил первый вице-премьер Шамиль Адзенба. Он выразил уверенность, что чемпионаты в Абхазии должны обслуживать отечественные специалисты, а не приглашенные из-за рубежа. Ваши способности футболистам мы знаем, но сегодня стране и абхазскому футболу нужны другие качества. Организатора, ваши способности продолжить все то, что было сделано до вами, вашими предшественниками. Мы 23 года держимся с переменным успехом. Но самый главный наш успех, что наш футбол есть. Руслан Аджинджал – 7-й президент Федерации футбола Абхазии. Он является бронзовым призером минувшего чемпионата российской футбольной премьер-лиги в составе футбольного клуба «Краснодар». Абхазский футболист также выступал в основном составе «Крыльев Советов», защищал цвета «Волги» из Нижнего Новгорода. Новый глава футбольной федерации поблагодарил делегатов конференции за оказанное доверие. Я приложу максимум усилий, знаний и опыта для того, чтобы футбол в Абхазии прогрессировал. Ни один руководитель не сможет добиться поставленных целей в одиночку.
Поэтому мы с вами должны объединить наши усилия. Прежде всего, мы должны уделить особое внимание развитию детско-юношеского футбола, так как я считаю, что это фундамент наших будущих побед. Неочередные выборы президента Федерации футбола Абхазии состоялись в связи с добровольной отставкой бывшего главы Федерации Джемала Губаза. В соответствии с постановлением правительства республики от 2 октября в Абхазии поднялась цена на горючее. О подорожании топлива предупреждали еще в августе. В связи с чем подорожал бензин и какова теперь его цена, расскажет Рената Шакая. Около недели назад в Абхазии поднялись цены на топливо. Это связано с увеличением стоимости нефтепродуктов в России. Теперь цена за бензин качества АИ-95 составляет в среднем 36 рублей за литр. АИ-92 мы покупаем у РН Абхазии по цене 30 рублей 87 копеек. Мы отпускаем по цене 32 рубля. По топливу АИ-95 цена, по которой мы закупаем, это 33 рубля 84 копейки. Мы отпускаем для коммерческих структур по 34 рубля. Дизельное топливо 30 рублей 89 копеек, отпускаем мы по цене 31 рубля. Конечно, цены подскочили незначительно, где-то на рубль, а где-то и на 1,5, но, как утверждают автолюбители, даже такое повышение бьет по кошельку. Как рассказал генеральный директор госкомпании «Абхазтоп» Дауртарба, сегодняшнее повышение цен на нефтепродукты – мера вынужденная. Вообще сравнительно хочу, чтобы население наше правильно понимало, повышение это незначительное вообще-то, если сравнить с ценами хотя бы по городу Сочи, потому что мы ориентируемся всегда по городу Сочи. В республике в последний раз цена на бензин поднималась в 2011 году. С тех пор стоимость нефтепродуктов не менялась. Как известно, с поднятием цены на топливо может подняться и стоимость проезда в общественном транспорте. Но, как утверждают сами водители, цена за проезд пока остается прежней. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Мастера салона Paul Mitchell Style повышают свое профессиональное мастерство. В эти дни здесь прошел 3-й за последние 2 месяца 5-дневный обучающий семинар. И это неудивительно, поскольку основным приоритетом салона является соответствие всемирно известному бренду Paul Mitchell. В этот раз обучающие тренинги проводил арт-директор Paul Mitchell в России Руслан Тажиев. Руслан Тажиев – знаковая фигура в международной компании Paul Mitchell. Общий стаж его работы – 21 год. Ведет авторский курс семинаров для стилистов и парикмахеров. Принимает активное участие в съемках для глянцевых журналов. Весной 2009 года вместе с другими технологами создавал образы моделей на показе Даши Гаузер в рамках Russian Fashion Week. Он обучался у таких мастеров Академии Видал Сасун, как Брюс Мейсфилд и Леон Карен. И вот Руслан Тажиев здесь, в Абхазии, для того, чтобы обучить мастеров салона Paul Mitchell Style всем тонкостям парикмахерского искусства. Мы здесь больше отрабатываем точность стрижек, чтобы формы лежали идеально. Девочки прекрасно работают, трудятся, очень хороший уровень, но мы переходим на новую ступень и улучшаем еще лучше их мастерство и профессионализм. Руслан Тажиев – строгий преподаватель. Я не приехал сюда отдыхать, я очень серьезно отношусь к этим урокам. Самое главное, чтобы девочки повысили свои знания, стали настоящими профессионалами своего дела, говорит он. Мастерам было тяжело, но интересно. Внимательно слушали советы маэстро, который наглядно показывал все нюансы проработки стрижки. В ходе семинара научились правильной технологии стрижки. И после семинара уже будем применять на практике с нашими клиентами. Самое главное – научиться стричь так, чтобы человек, придя домой и помыв голову, мог сам уложить волосы, и волосы лежали правильно и хорошо. То есть не только салонная укладка, на выходе нет результата, а удобство человека и красивые, правильные, четкие формы. Семинары проходят очень интересно. Хотелось бы, чтобы он остался еще подольше. Мы перешли на новый уровень. Мы стригли совсем по другим техникам. Теперь по технологии другой. Обучающие тренинги были сложными и изнурительными. С 11 утра до 10 вечера его участники закрывались в салоне и повышали свое мастерство. Едва успевали пообедать и вновь за дело. И результат не заставил себя ждать. Признанный мастер парикмахерского дела Руслан Тажиев остался доволен.
Девочки очень прекрасно рекомендуют стрижки, да, окрашивание. Помимо того, что они стригут, они еще и красят и делают завивки, поэтому очень смело можно приходить. Если посмотреть на антураж салона, да, и плюс мастера, самое главное, конечно, это мастера. Да. То, что мастер, если мастер с золотыми руками, конечно же, мастер повышает уровень. Это не последний семинар, говорит хозяйка салона. Постоянное повышение квалификации работников – это то, чему будет уделяться особое внимание. А как иначе? Ведь Пол Митчелл – это элитная марка, известная во всем мире. И надо соответствовать этому бренду. Эсма Джикерба, Саида Гуха, Абхазское телевидение. Сегодня произошел пожар в Сухуми по улице Гулия в двухэтажном жилом доме номер 59. Сообщение о пожаре в Министерство по чрезвычайным ситуациям поступило в 15:04. Прибывшей на место происшествия пожарной службе удалось потушить огонь в течение получаса. По словам сотрудников МЧС, площадь пожара составляет около 30 квадратных метров. По словам хозяйки дома Людмилы Агарба, она находилась дома, но не заметила, когда начался пожар. Причины чрезвычайного происшествия выясняются. Дом расположен рядом с домом-музеем Гулия. По словам специалистов, если бы пожар не удалось потушить быстро, огонь мог перекинуться и на соседнее здание. Сообщение о пожаре поступило в 15:04. Значит, к моменту приезда первого подразделения горением было охвачено первый этаж двухэтажного частного дома. На тушение было задействовано 3 пожарных автоцистерны, 1 спасательная автомашина. Дом, в котором произошел пожар, он старой постройки, деревянный. И вполне вероятность есть, что огонь мог перекинуться. А причина пожара известна? Инспектора устанавливают. Завершился международный турнир по баскетболу среди ветеранов мужских команд, в котором принимали участие 6 команд из различных регионов России и Абхазии. Игры проходят под эгидой Государственного комитета по физической культуре и спорту, Федерации баскетбола Абхазии, а также Олимпийской академии Краснодарского края. Тему продолжит Астанда Отрба. Этот ежегодный турнир проводится уже 4-й раз в Сухуми, и каждый год наша сборная занимает призовые места. В этом году представлять свои города приехали команды из Севастополя, Кисловодска, Черкесска, Славянска и Азова. Абхазию представляли 2 команды – Сухум и Черноморец. Президент Федерации баскетбола Абхазии рассказал о том, как проходил турнир. Очень было много эмоций, борьбы. Если вы наблюдали, тоже это видели. Ребята приехали не просто отдыхать, как выяснилось, сражаться на поле. Слава богу, закончили без травм. По-моему, турнир удался. В этом году команда «Сухум» заняла 2-е место. Капитан команды Сергей Сущенко считает, что сухумские ветераны баскетбола показали хорошую игру. Отрадно то, что в этом году было очень много команд, 2 абхазские. Самое приятное, что мы выставили 2 ветеранские команды. Турнир пошел на хорошем, на высоком уровне. Как вы видите, ветераны все еще молоды, до сих пор еще все бьются до конца. Полномочный представитель Олимпийской академии Юга России в странах ближнего зарубежья Тасболат Курмашев отметил хорошую подготовку спортсменов и их боевой настрой, а также поделился впечатлениями от пребывания в стране души. Хочу поблагодарить Апсны за гостеприимство, это во-первых. Во-вторых, здесь все зрители увидели, как хоть и ветераны, они боролись по-честному, но всегда выигрывает сильнейший. По результатам игр на 3-м месте команда из города Славянск на Кубани Краснодарского края. На 2-м месте команда из Сухума. И первыми стали игроки из города Кисловодск. Капитан сборной города Кисловодск поделился эмоциями от игры и выразил благодарность организаторам. Эмоции переполняют на самом деле. Спасибо огромное маленькой, но гордой и свободной Абхазии за вот этот прекрасно проведенный турнир, где я увидел ветеранов, с которыми я играл в этом же зале. Но мы были маленькими детьми тогда. Не главное выиграть этот турнир. Я считаю, главное выигрывают здесь на этом турнире ветераны, ветеранское движение, которое уже хочется уже успокоиться, сесть дома и ничего не делать. Но нет, всегда едешь на турнир, всегда какие-то эмоции привозишь. Отметим, что в наступающем году международный турнир по баскетболу среди ветеранов планируется провести в городе Гудаута. Астанда Отрба, Стамур Гошба, Абхазское телевидение. Как сообщает Черноморэнерго, в связи с ремонтными работами на электросети 16 октября с 10 часов утра до 17 часов вечера будут обесточены город Гагра, Гагарский район и город Пицунда. РУП Черноморэнерго приносит свои извинения за неудобства.
Уважаемые телезрители, сегодня после выпуска новостей в прямом эфире смотрите программу «Ахэтэ» с ведущей Элеонорой Когония. Гость сегодняшней передачи – председатель Верховного суда Абхазии Зураб Агумава. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 62 рубля 24 копейки, евро 71 рубль 28 копеек. И о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра на территории Абхазии будет облачная погода с прояснениями, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем плюс 17-19 градусов. Температура морской воды плюс 23 градуса. По Сухуму ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 13, днем плюс 19 градусов. Информационный выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и прощаюсь. До встречи в эфире.